прошлой серии бывший пресс-секретарь Минздрава уволился и поехал за автомобилем своей мечты. Обыскав весь Приморский край на предмет раритетов, мы нашли его у деда Вячеслава. ГАЗ-69, 64 года выпуска, сломался в полукилометре от места обитания. Повысилась температура и лопнула головка блока двигателя. К счастью, нам удалось заляпать трещину блока двигателя термостойким герметиком. И мы выехали в путь. Пробка. Владельцы дорогих иномарок нас приветствовали, улыбались и желали счастливого пути. А Григорий с затруднением нажимал на педаль газа, потому что утеплитель уменьшил без того небольшое пространство. Нужны ковбойские ботинки, подумали мы. Пробки здесь не редкость. Выезд из города Артем. Качество дорог радует. Здесь повсеместно ведется текущий ремонт. Несмотря на хорошие дороги, мы не могли двигаться быстрее, чем 60 км в час. Спидометр стоял на отметке 60 км в час. А пробег автомобиля на момент покупки составлял 66 тысяч километров. Стоит отметить, что бензин с низким октановым числом является большой редкостью на Дальнем Востоке. На одной лишь заправке нам встречался бензин номер 76. В основном заправлялись 80. Наполнив оба бака, мы продолжили свой путь. Выкинув термостат, после поломки наш двигатель получил второе толкание. Дед Вячеслав, прежний владелец газика, установил на свою машину задний мост от экспортного варианта газика. И, несмотря на это, накат был плохой. Поэтому включить первую скорость, затем вторую и третью. Больше всего мне не хватало хвойных деревьев. Фауна представлена дубами, ясенью, а хвойных деревьев совсем мало. Встречались единичные кедры. На границе Уссурийска у меня резко обострилась боль в полости желудка, потому что я страдаю желудком уже много лет. Мы питались где угодно и чем угодно. Зайдя в больницу, я пытался записаться на прием к хирургу, но тщетно. Даже терапевт ушел домой. Очередями долго ждете, да? С очередями? Время было в обед. Вы мне, если показаться, в регистратуру идете утром занимаете, да, учитесь? Да, утром.
было указано, что специалисты работают до 5 часов, но из-за нехватки кадров они разбегались в 12. Меня отфутболили на другой филиал, который находился посреди колючей проволоки и выглядел неприглядно. Стоит отметить, что в Приморье нет электронной регистратуры почему-то. Регистратура напоминает кадры из кинохроники о перестроечных временах. Например, в фильме представлен новый больничный комплекс глухого Верхнего Лийского района, находящегося в 700 километров от центра Республики Саха, где имеется электронная запись к специалисту, электронная регистратура и сервисы, удобные для пациентов. Укомплектованность Верхневлийской больницы составляла 95%. К сожалению, такого хорошего сервиса в Приморье я не заметил. Боли в желудке усиливали ностальгию по якутской глубинке. Проглотив несколько таблеток, мы продолжили свой путь. Выход из Уссурийска был по гравийной дороге, которая близ федеральной трассы превратилась в хороший асфальт. Здесь мне вспомнилась поговорка: меньше знаешь, лучше спишь. Для медиков характерен синдром студента мединститута 3-го курса, когда он ищет в себе болезнь и пытается их самостоятельно вылечить. Я страдал желудком уже много лет и боялся больше всего, что язва прожжет мою стенку моего желудка и разовьется перитонит. Боли в животе не поддавались лекарствам, живот был напряжен. Но время нас поджимало, мы не могли долго находиться в городах в поисках больниц, потому что как выглядит перевал на границе Амурской области и Якутии неизвестно. У нас была летняя резина, изношенная практически слики. Это очень скользко. Я искал глазами больниц, но их не было возле дороги. На границе Приморья и Хабаровской края мы ночевали в тайге. Покушав быстренько газики, мы установили палатку и легли спать. Время 3 час 8 минут. Из-за боли желудка я не мог есть. Пока это не. Таня ругнула плакал я. Он просто вот так. Он только все.
Для увеличения мощности двигателя я оторвал на гравейке глушитель газика. Нам показалось, что доли процента от уменьшения сопротивления выходящих газов помогли нам развить большую крейсерскую скорость. Но мы пожалели жителей Хабаровского края и обгоняющей машины и приварили глушитель обратно. Здесь было много поездов. Я хотел остановить эту скорую, чтобы быстрее добраться до больницы Хабаровского края. Город Хабаровск встретил нас густым дымом и шестиполосными дорогами. Водитель, несмотря на свой большой опыт, все время работал в Якутске, где больше двух полос не увидишь. Поэтому трафик Хабаровска нас напрягал. Нас всячески подрезали, обгоняли, агрессивно сигналили. И мы были наслышаны о случаях мошенничества на дорогах. То есть, когда дешевые машины подставлялись под удар и выжимали деньги у проезжих туристов, как мы. Но вид нашего раритета, видимо, не привлек аферистов. Стиснув зоны боли от желудки, проезжали Амур, который напоминал море. Коварная река пару лет назад наводнила близлежащие населенные пункты и вызвала катастрофу с большими потерями денежных средств. Пробег автомобиля составил 67,5 тысяч километров. Мы проезжали Хабаровск и подъезжали к границе Еврейского автономного округа. Нас сопровождали локомотивы и обгоняющие машины с номерами 14 региона. На одной из чайных мы поговорили с нашими земляками, которые удивились нашему выбору и пытались отговорить ехать своим ходом в свою родную Якутию. И, надо сказать, они накаркали. У нас сгорело реле генератора, и мы переночевали возле шоссе. Выспавшись, Григорий стал полон оптимизма. Забыв о боли в желудке, я пытался крутить ручной старт, но бесполезно. Мы остановили машину. Первая остановившаяся машина после 10 проехавших были ребята видимо, из Еврейского автономного округа. Михалыч со своим напарником помогли нам завести наш севший газик. Вот она. По словам Григория, лишь на одном аккумуляторе можно проехать пару десятков километров. А он был у нас еще севший со вчерашнего дня, потому что работал без зарядки генератора. Медленно, наверное, мы приближались к населенным пунктам, которые были очень далеко от места нашей поломки. Амперметр показывает, отклоняется в сторону минуса.
Проезжая над рекой Бурея по большой паутине, мы чувствовали, что наш газик вот-вот остановится. Потому что аккумулятор, заряд аккумулятора уже заканчивается. Мы планировали найти автоэлектрика, чтобы починить наш генератор. К счастью, сотрудники ДПС были заняты и не остановили нас, потому что завестись повторно нам вряд ли удалось бы без посторонней помощи. Мы думали, что это Благовещенск, но оказалось деревня Новобурейск. Земляки рекомендовали нам поставить газик на автовоз и вернуться на самолете. Но прелесть экстремального туризма заключается в том, что нужно рисковать. Нам попадались добрые люди, которые помогали довести наш газик. По совету хозяина товара мы заехали на Новобурейск в поисках автоэлектрика. В магазине с буржуйским названием «Лимузин» мы приобрели новый аккумулятор. Это была вынужденная мера и выход за бюджет. Электрика мы не нашли и отправились на поиски авторазборов, чтобы выкупить новые реле. Но был выходной, воскресенье. Все отдыхали, кроме этой умирающей пчелы или шершни. Очень большой шершень, длиной в 3 сантиметра. На одной из стоянок нам встретился добрый человек, который подсказал хорошего электрика, своего друга. Евгений Викторович, большое спасибо, что починили наш газик. Это как называется для рекламы? Автосервис Исайченко. Он потратил полдня и установил нам реле от «Жигули». Амперметр показал плюс. Мы решили отметить наш удачный ремонт и продолжить свой путь в далекую Якутию. Вторая серия выходит за хронометраж, и мне придется сделать третью заключительную серию, где вы узнаете много интересного, увидите расчеты по бензину и остальные ценные вещи, а также о том, удалось ли попасть герою на прием к врачу и чем закончилась поездка.